Свои почти 2 года он не сидит, не говорит и не ползает. А вот по какой причине, никто сказать не может. Маленький Максим Филиппов из Выльгарта страдает неизвестной болезнью. Нужна диагностика в федеральном центре, чтобы медики наконец смогли назначить нужное лечение, которое поможет малышу встать на ноги. На днях Максим отправляется в Российскую детскую клиническую больницу имени Пирогова. К сожалению, в квоту входит не все обследование. Нужно дополнительно 170 тысяч рублей. Эту сумму многодетной семье не потянуть. Александра Головина призывает спасти ребенка. Соседнее сиденье коляски для двойняшек у Филипповых теперь частенько пустует. В основном на этом транспорте катают Максима. Его единоутробная сестренка Диана бегает рядом. Они родились в один день, один за другим. Здоровые доношенные малыши. Время шло, дочка развивалась, как положено. Рано села, рано поползла, побежала. А вот Максимка до сих пор даже голову держать не может. Раньше постоянно на руках таскали, когда он был маленький. Чуть повзрослел, мы его стали сажать. У нас на квартире есть качели, электрокачели. Мы ложили туда его, чтобы он качался, постоянно качать. На данный момент взяли вот шезлонг побольше, размером только БУ нашли. Вот такое, которое может выдержать такой вес и длину. Родители забили тревогу, когда близнецам исполнилось 4 месяца. Уже тогда стало ясно, с сыном что-то не так. Поход же к специалистам четкого ответа не дал. Обследование ничего не показало, а после года появилась необъяснимая температура. Температура постоянная. У него даже на сегодняшний день 37,2. Постоянная температура, и через каждые 2 недели скачок до 39,5. Нас никуда не принимают, так как все анализы хорошие. Вообще ничего нету толком. И диагноз не могут поставить нигде, ничто. Мы сдали полный геном, опять же, все хорошо. Но родители не теряют надежду поставить сына на ноги. Войтотерапия, массажи, иглоукалывание, реабилитационные занятия со специалистами в центре «Яромир». Все эти старания не проходят впустую. Максим уже пытается перевернуться, схватить игрушку. С улыбкой встречает родные лица. Только вот из-за постоянной температуры приходится отказываться от занятий. Необходимо лечение, чтобы понять, какое, малыша на днях повезут на диагностику в федеральный центр. Минздравкоме выделил квоту. Между тем, детский фонд «Сила добра» открыл сбор на 170 тысяч рублей. Скорее всего, могут понадобиться диагностики, сложные диагностики, которые здесь у нас пока нет аппаратуры для того, чтобы ее сделать. Поскольку был и генетический анализ, а анализы генетические, они дорогостоящие очень, и ничего не показал, возможно, нужен углубленный генетический анализ. И на данный момент практика показывает, что запрашиваемая сумма благотворителей, насколько это будет возможно, 170 тысяч, указанная у нас, возможно, она даже не будет полностью охватывать всю диагностику. Средства также понадобятся на дорогостоящие препараты, которые назначат после установки диагноза. Как правило, на оформление документов на бесплатное лекарство уходит не 1 месяц. А у многодетной семьи большая часть дохода уходит на выплату ипотеки за квартиру. Поэтому одна надежда на неравнодушных людей. Александра Головина, Елена Кононова и Олег Жуковский. Телеканал «Юрган». Давайте поможем малышу встать на ноги. Это просто. Например, можно отправить СМС на номер 7715 со словом «Коми», пробел, сумма пожертвования. С пометкой «Благотворительный взнос для Максима Филиппова». Остальные способы перечисления средств вы найдете, подчеркиваю, только на официальном сайте Республиканского детского благотворительного фонда «Сила добра». На другие счета деньги на выльгардского малыша не принимают.